Было бы естественно предположить, что мы с вами займемся политикой как важнейшей стороной существования человека. Ведь он, человек, по Аристотелю это зоон политикум, существо политическое, общественное. Собственно, у него там не существо, а животное написано, политическое животное. Но прав был князь Владимир Федорович Адоевский, который давно еще, боже мой, в позапрошлом веке, говорил, я скажу, что он говорил, ничто так не удаляет человека от внутренней, таинственной, настоящей его жизни, ничто столько не делает его глухим и немым, как картина этих мелких страстишек, мелких преступлений, которое называется политическим миром. Тут, пожалуй, ничего не изменилось, разве что слово «мелкий» здесь уже не работает. Но не считайте, пожалуйста, что я в дальнейшем не буду затрагивать проблемы политического характера. Наоборот, обязательно буду и в дальнейших наших лекциях, разговорах, беседах. Но мне хотелось бы, чтобы вы не разрывали свой внутренний мир с миром природным и социальным. Реален и тот, и другой. Реальность различается, но все, что имеет место, реально, говорил Людвиг Витгенштейн, один из крупнейших философов XX века. Итак, заглянем во внутреннюю, таинственную, настоящую жизнь человека. Посмотрите-ка на дисплей, а вы, собственно, на него и смотрите. Здесь все реально. И дерево, и ветер, и лицо. Только одно вещественно, отчетливо – ствол и ветви. Второе невидимо – это ветер. А третье только видимо – это лицо. Вот мы об этом будем говорить. Потому что наша тема – это сон, смерть, любовь. Почему такое сочетание? С психологической и философской точки зрения неспроста, конечно. О глубоком родстве, любви, смерти, сна говорят еще древние легенды и мифы. Как это часто бывает, интуиция, которая любит далеких от науки, а наука была еще очень далека от сознания наших предков, интуиция их нащупала взаимосвязь этих трех важнейших сторон индивидуального человеческого существования, дискретного, прерывистого, наконец. И лишь относительно недавно, для истории 100-летний срок, великий психолог Зигмунд Фройд и самый талантливый его ученик и, скажем, соперник Юнг показали, какое важное место занимает в глубине нашей психики противостояние любви и смерти, и показали, что сны – это путь в глубины бессознательного. Подкупающее своей простотой понимание сна, как, словами Сеченова, небывалой комбинации бывалых впечатлений, в сущности не обладает объясняющей силой. Оно не отвечает на основной вопрос о содержании сновидений, который сформулировал очень ясно еще Достоевский. Почему же все же такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли же еще быть и прочие. Действительно, почему снятся именно эти сны, а не иные? Обоснованный ответ на этот вопрос дал, можно считать, Фройд. Идеи Фройда сыграли в развитии культуры XX века исключительную роль. И очень важное место в его учении занимал анализ сновидений. Треть жизни, заметим, человек проводит во сне. И эта треть не менее важна, чем остальные 2/3, когда он работает, учится или отдыхает. Фройд указал на большое значение полового влечения в жизни людей. Две силы – эрос и танатос, любовное влечение и влечение к смерти, имеют при этом особое значение для бессознательного слоя нашей психической жизни. В снах это отражено. Сны – это вообще виа регия, королевский, главный путь в изучении бессознательного, которое так занимало умы Фройда, Юнга, современных их последователей. Мы с вами
Уделяем снам не очень-то много внимания и сразу забываем их. Но сон – это то, с чего начинается наша жизнь. И то, возможно, чем она кончается. Ребенок, пока он не родился, не открывает глаз. В материнском чреве он спит несколько месяцев. Переход от сна к бодрствованию, от материнской утробы к рождению – один из 6 фундаментальных. Теперь остальные 5. Второе. Переход от невинности к искушенности, в широком смысле взросления. Есть даже, и он давно очень зародился, специальный обряд инициации. Третий переход – переход в иной мир. Мир животных, например, или в мир богов и демонов. Такие переходы совершаются, знаете ли, в литературе, в мифах. 4-й переход – это переход от жизни к смерти и обратно. Обратный переход от смерти к жизни. Воскрешение. Переход от осени к зиме, от зимы к весне. 5-й переход – это переход от природного бытия к культурному. Один из самых таинственных. Он совершается при участии так называемых культурных героев. Переход от хаоса к порядку, 6-й переход, это сотворение мира и циклическое его обновление. Это основные темы мифов. Их можно встретить у самых разных народов мира. Архетипические аналогии между пробуждением от сна, оживающей от зимнего сна природой и воскрешением, проявили себя в древнеегипетских текстах пирамид. Это тексты, начерченные на стенах внутри пирамид, они были выполнены в цвете. И академик Тураев говорит, что зеленый цвет иероглифов, цвет воскресения, уже внешним видом свидетельствует, что этот древнейший литературный памятник человечества является вместе с тем и первейшим словесным протестом против смерти и средством борьбы с нею, средством, явившимся в помощь монументальной борьбе, которая выражалась дотоле в сооружении колоссальных царских гробниц, лишенных каких-либо надписей и изображений. Архетипическое сходство смерти и сна, впрочем, амбивалентно в своих конкретных воплощениях. Один из наиболее простых и сильных афоризмов времен французской революции был начертан по приказанию комиссара Фуше на кладбищенских стенах. Лозунг был такой: «Смерть – это вечный сон». Ударение – вечный. Фуше хотел разубедить верующих, говоря с ними на их собственном языке, ведь они верили, что проснутся, воскреснут. Нет, смерть – это сон вечный. Но вернемся в современность и заглянем в так называемое окно Джо Гарри. Обратите внимание, вот все это на дисплее видно, на эти 4 компонента. Это сознание индивида, это сознание других людей, а это не знают ни вы, ни друзья. Это бессознательно. Согласно Фрейду, в психике индивида существует ид, вместилище неконтролируемых влечений, прежде всего сексуальных, суперэго, воплощение социальных, начиная с семьи, первобытной ячейки общества, социальных требований к индивиду, место усвоения традиций, норм, правил. А вот между суперэго и ид – эго или я. Великий дипломат, как говорил Фрейд, потому что эго в жизни согласует требования ид и суперэго. Эго всегда между. В этом его специфика. Мощный и хаотический мир влечений находится в бессознательном. Это ид. В замаскированном виде он прорывается в мир снов. Есть и другие модели. Вот модель Адлера. Он понимает сны не так. Он считает, что просто проблемы, возникшие в процессе бодрствования нашей дневной жизни, перерабатываются во сне в совершенно не зашифрованном виде. Символы есть, конечно, во сне, но символы занимают в нем не самое значительное место. А вот модель Фрейда. Проблемы, возникшие еще в детстве, ну и сейчас в процессе бодрствования, обретают символическую форму, которая скрывает сексуальную, энергетическую подоплеку этих проблем. И, наконец, модель Юнга. Во сне проявляют себя элементы бессознательного,
имеющие хотя бы частично древнюю, архетипическую природу. В старину на циферблатах писали по латыни «все ранят, последний убивает». Речь шла о часах, о каждом часе. Каждый час жизни наносит нам невидимую рану. Последний час жизни – это час смерти. И временами соединившиеся стрелки блещут на циферблате, как лезвие кинжала. Но в состоянии бодрствования мы этого не замечаем, а вот во сне всякая деталь может показаться роковой. На границе жизни и смерти – сон. На границе яви и сна – миф. Юнг уделял огромное значение мифам, в частности современным, например, мифу о летающих тарелках. И в этой связи он внимательно изучал сны. Юнг считал, что индивидуальное сознание – это не более чем кораблик. Или, скажем, индивидуальные сознания – не более чем кораблики, плавающие в общем для всех людей океане коллективного бессознательного. Это океан форм, океан архетипов. Архетип всеобщий. Он приобщает человека к коллективной памяти человечества, таящейся в глубинах психики каждого и тем самым принадлежащая всем. Это не столько подсознательное, сколько досознательное, внеличное, имперсональное. Это именно архетипическое, первообразное. Архе – это древнейший, вообще первоначальный, а тип в своем конкретном значении – это означало удар, который оставляет отметину. Например, типом метили замковый камень арочного свода. Архетипически помечены многие связи сознания с действительностью. Архетипы обладают мощной порождающей силой, проявляют себя совершенно ненамеренно, ярко. Архетипичны прежде всего образы, закрепленные в глубине сознания, и вот именно в первообразном таком виде всплывающая на его сознание поверхность, как формы. И действительность, и мысли как-то вливаются, помещаются в эти формы. Президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди, который в годы войны командовал торпедным катером, любил рассказывать, как внезапно услышал крик вахтенного «Японец на 2 часах!» и японский эсминец возник из ночной тьмы и ударил катер в борт. Вахтенный, профессиональный моряк, точно обозначил, откуда шла опасность. Представьте, что вы находитесь в центре гигантского циферблата, лицом стоите к 12, и сразу увидите, откуда шел эсминец. Но эта функция есть у циферблата потому, что он размечен, что он круг. Соответственно, каждый из нас, выходя из-под крова дома, оказывается в центре какого-то круга. Что это за круг? А это горизонт. Круг очерчен горизонтом, это облик мира, каким он предстает человеку. Вот этот видимый облик архетипичен. Существует точка зрения, что фотография и кино не более чем технически модифицированная живопись, но и отдаленная от современности на десятки тысяч лет. Изображение не теряет силы воздействия на человека. Открытие пещерной живописи обернулось личной трагедией для первооткрывателя, небывалыми дотоле обвинениями и последующими публичными покаяниями в научной среде. С изображением связано очень многое в истории человеческой психики, и это многое не ушло в прошлое. Оно осталось в коллективной памяти человечества. Прикосновение к тому, что в ней хранится, многократно усиливает воздействие, которое оказывает на сознание, то, что мы воспринимаем, предмет смыслового восприятия. Некогда изображение на стене пещеры существовало неизолированно, это был элемент обрядового действа. Это была воплощаемая часть мифа, зримо соединяющая действительное
и возможное, реальное и воображаемое. Что значит возможное? На изображении бизона остались следы от ударов копьями. Надежда. Вот что означал бизон на стене. Вера в удачу на охоте. А надежда вообще неизгладима из человеческой психики. С чем, видимо, и связано архетипическая природа воздействия изображения на зрителя. Архетипично в своих истоках не только изображение на стене, оно, кстати, может быть подвижно, и тогда это экран. Архетипично и жилище в целом. Модулер Ле Корбюзье, столь рационально обоснованный в его трудах и архитектурной практике, есть реализация архетипического чувства сопричастности жилища и человека. А Шридматтер, он правильно говорит, окно – это соответствующее уровню нашей цивилизации дыра. Стул – это камень, а шкаф – это ниша в скале. Тарелка – подражание ладони, чаша – сложенным ладоням, и даже вилка – это же стилизованная рука с протянутыми, немножко растопыренными пальцами. Мне кажется, что нельзя согласиться с Форстером, который утверждает, что рождение и смерть – эти важнейшие факты человеческого существования отсутствуют в нашем опыте. Понимаете ли, в личном опыте, да. Но они присутствуют в совместно разделяемом нами опыте прошлого, в коллективном бессознательном, которым мы владеем сообща. И опыт этот решительно отличается от личного. В архетипическом сознании запечатлелось представление, что смерть угрожающе вероятна, внезапно, но не неизбежна. Жизнь в те древнейшие времена была, в общем, непродолжительной. Люди по существу не знали естественной смерти. Они гибли, а гибель всегда несет в себе элемент случайности. Вера в воскрешение, в различных формах, проявляющая себя во множестве религий, находит частичное объяснение в том, что сон с его неизбежным пробуждением представляется даже более неотвратимым, чем смерть. Тысячи лет продолжительность индивидуального существования оставалась невелика, и отвлеченное понятие естественной смерти формировалось достаточно долго. Я скажу даже, что оно остается отвлеченным от уровня обыденного сознания и поныне. Смерть естественной не бывает. Находя и называя конкретные причины ее, заболевание, несчастный случай, мы подсознательно утверждаем, что вне этих причин жизнь бесспорно продолжалась бы. Это личное убеждение, которое кажется вполне современным. Мы же всегда говорим, он умер от, а если бы этого от не было, ну, продолжалось бы, жил бы. Так вот, это личное убеждение, которое, повторю, кажется вполне современным, на самом деле совершенно архаично, и оно господствовало в первобытном мышлении. Сравнивая гипноса и танатоса, силы сна – это гипноз, и танатоса – это смерть, мы могли бы сказать, что танатос страшен, а гипноз непобедим. И оба они – дети Никты, ночи. Просто смерть – это вечная ночь, а сон приходит каждую ночь. И сновидения напоминают нам, мы живы. Даже страшные сновидения говорят нам о страхе за жизнь, за ее сохранность. Согласно Библии, в Эдеме, в раю, помимо древа познания добра и зла, о котором все знают, существовало и древо уничтожения смерти. Оно упоминается едва ли не вскользь, но упоминание на самом деле это имеет исключительную, я бы сказал, важность. Просто исключительную. Оба древа символизируют две великие возможности, влечение к которым возникло в архетипическом сознании. Личное бессмертие оказывается в конечном счете менее привлекательным, нежели эрос, порождающий бессмертие человеческого рода, а не одного индивида. Но ведь если мы признаем, что эрос
порождает бессмертие рода, человеческого рода, то ведь действительность при этом становится силой, несущей смерть. Правильно Гарден говорит, что принцип удовольствия противостоит принципу реальности как эрос танатосу, как опыт теории. Ангелы и демоны постоянно меняются местами, и бой, который они ведут, может иметь только короткие передышки и счастливые эпохи, когда на некоторое время устанавливается своеобразное равновесие сил. Как правильно отмечала, а можно сказать, отмечает, она жива, Айрис Мердок, секс заявляет о своем всепоглощающем присутствии почти при любом положении вещей. Вот всегда ли поступают в сознание его заявления? Фрейд утверждал, что их прячут, а большинство философов утверждает, что этих заявлений вообще не было, типичная уловка бюрократического мышления. На самом деле эрос и танатос давно стали символами, созидающими, соединяющими, это эрос, и разрушающими, губительными, это танатос, силами, которые мощно проявляют себя в жизни индивида и в жизни общества. В условиях естественного отбора жизнь животного находится под постоянной угрозой, поэтому чувство боли культивируется эволюцией как необходимая форма сигнализации о непосредственно угрожающей опасности. Чтобы выжить, надо быть настороже. На социальном этапе развития жизни, в снятом виде, существует, функционирует этот механизм, заложенный эволюцией в мозг, в субстрат субъективного мира человека. Способность индивида ощутить страдания и испытать сострадание занимает видное место среди факторов, формирующих культуру психологически. Весьма любопытно в этой связи, что и любовь, как личное чувство, создается страхом потери любимого существа. Этим любовь решительно отличается от страсти. И взаимосвязь любви, страдания и страха встроена в многочисленные ритуальные ситуации, которыми обставлено, заслонено врастание полового отбора в жизнь общества. Его, всегда частичная, социализация. Как это показывает современная радикальная психология, отношение к женщине трояко. К той, что родила, к той, которой веришь, и к той, которая губит. Анри де Монтерран полагал, что история – это одна и та же пьеса, которую играют различные актеры. Если эта метафора убедительна, то мать, подруга и погубительница – это три главные женские роли в пьесе, которая идет на подмостках жизни с доисторических времен. Метафора Монтеррана представляет собой интерес в сопоставлении с известным определением театра как место, в котором людям показывают, на что они способны. Внимательный наблюдатель исторически существенных человеческих свойств и форм поведения Шульгин, он, кстати, принимал отречение у государя-императора. Так вот, Шульгин отмечал, я цитирую, что у женщин чувственность просыпается, когда к ней прикасается герой. Герой нашего времени, разумеется, ибо у каждой эпохи свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Она бессознательно стремится спасти вырождающуюся расу. Ну вот, ориентация на спасение рода вообще характерна для полового отбора. От сближения, влечения, это горизонталь, к потомству, то есть к вертикали, уходящей в будущее. Сущность полового отбора заключается в том, что две особи соединяются для того, чтобы послать в будущее те компоненты прошлого, которые доминируют при выживании. Разумеется, как и любое природное начало, половой отбор действует путем проб и ошибок. Но эффективность удачных проб была в человеческом обществе заметно выше, чем негативные следствия ошибок.
В результате возможности индивида постепенно возрастали. Но возможности-то бывают позитивные и деструктивные. И со временем рост деструктивных возможностей индивида стал ускоряться, а к концу XX века стал стремительным. Мы еще не осознали, что в 21 веке общество может быть разрушено, а может быть и полностью уничтожено в результате действий конкретных индивидов, а не общественных классов, наций и государств. Зигмунд Фрейд, как известно, развел и противопоставил принцип реальности и принцип удовольствия. Истинная и полная реализация принципа удовольствия есть контакт живого существа с живым существом, малыша с матерью, мужчины с женщиной. Сублимация этого контакта носит знаковый, прежде всего речевой характер. В сущности, общество пронизано соединительной тканью знаков: денежные купюры, государственные гербы, флаги, погоны, вывески и торговые марки, наконец, просто произносимые слова. Все они семиотичны и образуют систему опосредованных контактов между людьми. Общество есть продукт опосредованного контакта. Реальность может быть преодолена и трансформирована, может стать даже иллюзорной с помощью знаков. Она может стать иллюзорной в выражении. Но по-иному обстоит дело, когда противоположность удовольствия и реальности снимается. Вот это как раз при непосредственном-то контакте и происходит. Удовольствие становится реальностью. Мы знаем, что происходит при этом. Зарождается, зачинается, создается человек. Человек есть продукт непосредственного контакта. Общение есть факт опосредованного и предпосылка непосредственного контакта. Итак, когда общение переходит в неопосредованный контакт, удовольствие и реальность сливаются воедино, и это эрос, либо, напротив, происходит их окончательный разрыв, танатос. Великий философ XX века Ортега и Гассет сказал: человек есть то, что он есть, и то, чего у него нет, чего ему не хватает. В свете того, о чем мы только что говорили, эрос есть снятие этого великого противостояния. В момент живого и непосредственного контакта человек только то, что он есть, но при этом он утрачивает единственность, он как бы становится двумя людьми одновременно. Но общество, закономерный продукт трудовой деятельности, есть, как уже отмечалось ранее, продукт опосредованного контакта. Вот не отсюда ли вечность посредника в жизни общества? Посудите сами. В бизнесе, торговле обязательно присутствует посредник между производителем и покупателем. Это дилер, купец, приказчик. В церкви неизменно присутствует священнослужитель. Это посредник между нами и высшим существом, которое мы чтим, между людьми и небом. А в школе постоянно необходим учитель, посредник между знанием и учащимся. Человеку всегда нужен другой человек, а общество помещает между ними посредника. Допустимо предположение, что кроме принципа удовольствия и принципа реальности, обоснованных Фрейдом, необходим и принцип опосредования. Его реализацией является культура. Культура, как своего рода одомашнивание окружающей нас реальности, имеет, как и происхождение человека, глубинные корни в праистории. Дарвин показал, что человечество есть порождение полового отбора. По-видимому, игра, культура, свобода имеют своим исходным началом тот же механизм полового отбора, который произвел на свет самого человека. Смотрите, неотъемлемым условием человеческого существования служит свобода. Свобода мысли и деятельности. Условная свобода игры, порождением которой является в конечном счете текст. Свобода сна,
При этом моя индивидуальная осмысленная свобода воли, конечно, стеснена. Но разве это не мой сон? И то, что мне снится, не свободное творчество подсознания, конечно. Со сном связана одна из замечательных идей Востока. Идея о том, что наше личное существование, как и вообще существование мира, лишь сон, сон Творца. Иными словами, абсурд индивидуального существования получает полное и логически непротиворечивое объяснение. Высший смысл бытия находится вне нашего индивидуального бытия. А реальность, всеподавляющая реальность, частью которой является и наше существование, есть реальность сна, и столь же в этом смысле непреодолима. Вспомните Фрейда. В сновидении логика и воля индивида ограничены высшей необходимостью спать. Человек как бы обращается к сну: «Да-да, ты прав, только дай мне спать». Так к реальности обращена главная и вечная наша мысль: «Да-да, ты права, но дай нам жить». Разве не этой мыслью порождена знаменитая формула «свобода есть познанная необходимость»? Что она означает? Она означает, что освободиться от необходимости нельзя. Иное дело, иной вопрос, какова математическая природа этой необходимости. Если она выражается в вероятностной форме, то случайность может выступать и как математический эквивалент судьбы, и как математический эквивалент свободы воли. Да, она стеснена, эта свобода, каждый из нас это чувствует, но она существует. И лучшим доказательством тому служат культура и вера. Во второй половине XX века прозвучали слова о том, что в прошлом у людей тоже был интерес к бессознательному, вот кто спорит, но они стремились эту сферу завоевать. Но сейчас бессознательное надвинулось на нас не только призраком психоделической цивилизации. Изменилось понимание. С некоторых пор Фрейд стал у нас менее важен, чем Юнг, было сказано тогда же. И вот здесь дорожка к новым силам бессознательного, на этот раз коллективного. Мирча Илиады утверждал даже, что некогда, в библейские времена, Бог говорил с человеком с глазу на глаз, затем сместился в сознание, ему молились, в него верили, о нем спорили, но не видели его. А теперь он ушел в подсознание, но продолжает, даже не для нас, а в нас, существовать. А если в нас, значит и в себе. У бодрствующих один общий мир, а спящие отворачиваются каждый в свой собственный, говорил Гераклит. Но в своем собственном мире индивида может быть освещен общий для всех бодрствующих мир, и так ярко освещен, что сквозь унылую явь начинает просвечивать значение реальности. Творческой личности это дано. Она способна перевести напряжение коллективного бессознательного в коллективное сознательное. Благодаря Творцу коллективное психическое бремя, скрытое в жизни общества, концентрируется в образах культуры. Короче говоря, он является сновидцем, по крайней мере, непосредственным сновидцем коллективного сновидения. В сущности, творческая личность лишь подтверждает в усиленной, такой отстраненной форме то, что сон, по существу, это часть реальности. И когда мы читаем у Гуго фон Гофмансталя «Мне слишком многое приснилось, отрежь ножом мне эти сны, колдун», то мы понимаем, что здесь речь идет о желании изменить видение мира, конечно, а не видение снов. Душа и бабочка – взаимосвязанные понятия в мифологии многих народов. Собственно, и слово «психика» происходит от древнегреческого «психо» – душа, бабочка. Но в Древнем Китае образ бабочки вдруг обретает значение символа индивидуального человеческого существования. Вот послушайте. Однажды
Джоан Джоу уснул и во сне увидел, что он бабочка. Потом бабочка во сне Джоан Джоу уснула и увидела сон, что она Джоан Джоу. Когда Джоан Джоу проснулся, он долго не мог понять, кто же он на самом деле. Джоан Джоу, которому снится бабочка, или бабочка, которой снится, что она Джоан Джоу. Говорят, он до самой смерти так и не смог в этом разобраться. Говорят также, что он не всегда был уверен в том, что вообще проснулся. Говорят еще, что впоследствии он не был так уж уверен в том, что Джоан Джоу и бабочка совсем не одно и то же. Здесь, в метафорической форме, ставится вопрос, который не утратил значения и тысячи лет спустя, когда Шекспир писал «Темпест», «Бурю». И он, этот вопрос, действительно бессмертен, если мы и сегодня продолжаем задумываться над тем, из какого же вещества сделана жизнь. Весь мир состоит теперь из сна. Почем теперь сны на ярмарке, спрашивают сейчас. Да, здесь и теперь. Мы задаем этот вопрос сегодня и будем задавать его и спустя 400 лет после премьеры шекспировской «Бури». Ждать ответа осталось недолго, ведь в обозримом будущем рыночная экономика не исчезнет. Запомните, как Зигмунд Фройд объясняет, почему сны продолжаются. Если бы нам кто-нибудь рассказал абсурдное содержание сна и еще говорил, что такое имело место в реальности, на самом деле мы бы давно его перебили и сказали: чушь несешь. Но сон дороже человеку, чем бодрствование. Его сознание словно шепчет сну: да-да, ты прав, только дай мне спать. И мы спим и снимся друг другу.